Добрый день. Вы никогда не задумывались над тем, почему столько грузин все время пытаются попасть в Южную Осетию? Их ловят, штрафуют, но они все равно лезут в нашу республику. Что им здесь нужно и каковы их реальные цели? Давайте сегодня об этом и поговорим. Итак, на днях в селе Адзысар Цхинвальского района пограничниками КГБ нашей республики был задержан гражданин Грузии. В ходе допроса на вопрос, почему он нарушил границу Южной Осетии, Мгебришвили рассказал, что главным предметом его интереса в Южной Осетии были, внимание, колонии летучих мышей, расположенные в селах Арцеу и Гром Цхинвальского района. По легенде, Мгебришвили намеревался раздобыть в указанных селах так называемые коконы летучих мышей для их последующей продажи на территории Грузии по цене, вдумайтесь, от 5 до 10 тысяч долларов за одну штуку. Ну и для начала давайте посмотрим кадры оперативного допроса Мгебришвили. Это очень важно. 73-й. 4 Меджурская. Я вот сейчас просто у друзей позвонил. Арцеве, Громе. Чтобы они там тебе нашли летучие мыши. Я же говорил, короче, летучие мыши. Вот кокончик, где летучие мыши, короче, где они живут, короче, там рядом. Это цель. Что там отдиставились этого старой церкви, который про него мне сказали, что там пивает этого летающие мыши, и там он целяет какой-то кокон такой. И ему сказал, просто иди посмотри, если есть эти кокон. Там это церковь рядом. Церковь где находится? В какой селе? Арцеве, там, сзади Арцеве, что ли? Да, он сказал мне этого, Георгий, что я когда ходил там на грибах, когда дождик был, я зашел там, да, увидели там такие вещи. Церкви? Не это, как летающие мыши этого. Да, там что-то типа такого, да, не помню, если давно было, да, не помню. Да. Потом поэтому позвонили эти арцевские ребята, посмотрели, есть или нет. Ты им позвонил, чтобы они посмотрели, есть ли там летучие мыши с коконами, да? Да. Если бы нашли, ты бы купил, да? Да. И мне сказал один за. Еще много в деревне говорили, но если не знаю, мне точно сказал один за. Фамилия не помню. Живет рядом Тбилиси, какой-то район, не помню. Тбилиси, короче, 5 тысяч платят, 10 тысяч платят долларов за 1 штуку. Ну а теперь, как все есть на самом деле. Ну, во-первых, летучие мыши ничего не напоминает. Считается, что вирус передался от летучей мыши к человеку в лаборатории. Там же работал нулевой пациент, от которого вирус попал в популяцию и затем начал быстро распространяться. Как пишет китайское издание Pen Pie, первой, у кого нашли коронавирус нового типа, была продавщица креветок на том самом рынке морепродуктов в Ухане. Подхватила болезнь от летучей мыши. Первоисточником коронавирусов являлись летучие мыши. Для тех, кто не в курсе, дело в том, что ученые всего мира сходятся во мнении, что коронавирус или COVID-19 передался человеку от животного мира в китайском Ухане и, предположительно, от летучих мышей. Но правда в том, что обитающие в Южной Осетии летучие мыши, остроухие ночницы, являются живородящими. Говоря проще, они не строят никаких гнезд и прочих укрытий. В действительности же летучие мыши, именно летучие мыши, а не их коконы, нужны военным ученым США. В тбилисской лаборатории Лугара, где как раз разрабатываются разные вирусы и бактерии, и американцы ставят на них опыты, причем особо этого и не скрывают. Дело в том, что у летучих мышей отличная иммунная система. Они могут жить с COVID-19, и это им никак не мешает. Тем самым летучие мыши становятся идеальными переносчиками опасных для человека заболеваний. Вот именно поэтому американские и грузинские разработчики вирусов ставят на них
опыты в лаборатории Лугара, чтобы в случае чего использовать их в своих целях. Согласно данным, которые, подчеркиваю, я взял из открытых источников, и любой из вас может войти в сеть и их проверить. Так вот, по ним в 2012, 2014 и 2018 годах сотрудники лаборатории в рамках проекта, который финансирует Агентство по уменьшению оборонной угрозы Министерства обороны США и Американский центр по контролю заболеваний, проводится отлов летучих мышей в грузинском регионе Шида-Картли. Вы спросите, для чего? Именно для того, чтобы ставить над ними опыты, как на переносчиках опасных заболеваний. И обратите внимание, в 2018 году это агентство совместно с Тбилисским центром Лугара реализует проект стоимостью, внимание, $2,9 миллиона по летучим мышам и коронавирусам. И это еще 2018 год. Эпидемии не было и в помине. А они уже тогда занимались ковид и летучими мышами. Та программа рассчитана на 5 лет. Она работает и сейчас. А финансирует ее некоммерческая организация Eco Health Alliance. Целями проекта является отлов и несмертельная выборка за 5-летний период с 2018 по 2023 годы 5000 летучих мышей, сбор 20 тысяч образцов и проведение на них лабораторных исследований в Грузии и Иордании. И так уж совпало, что та же американская организация Eco Health Alliance собирала летучих мышей и работала с коронавирусами в Уханьском институте вирусологии. Напомню, именно с этого китайского города и началось распространение коронавируса по всему миру. Вот для чего им на самом деле нужны летучие мыши. Вы спросите, почему именно из территории Южной Осетии? Для чего им посылать своих людей сюда, в Южную Осетию? На самом деле все очень просто. Они хотят знать, как их разработки будут показывать себя в условиях именно Южной Осетии. Ну потому что мы для них до сих пор главный враг. И они спят и видят, как захватят нашу территорию. Давайте подытожим. Несмотря на протесты России, Китая, Армении и многих других стран, сотрудники лаборатории Лугара, американские и грузинские военные ученые проводят опыты над летучими мышами и вирусами опасных заболеваний. В самой Грузии после открытия этого центра были зафиксированы вспышки конго-крымской геморрагической лихорадки, а в январе прошлого года и вируса H1N1, а проще свиного гриппа. Помните, тогда в целях безопасности Южная Осетия и Абхазия закрыла свои границы? Границы с Грузией закрываются. Все из-за вспышки гриппа H1N1. На 2 месяца ограничения ввела Абхазия и до особого распоряжения Южной Осетии. Из-за угрозы проникновения смертельного вируса контроль на границе усилили Россия и Северная Осетия. А в целом уже весь мир жалуется на эту лабораторию и их опасные эксперименты. А жертвами горе-ученые делают собственных жителей, граждан Грузии, десятки из которых погибли в этой лаборатории при загадочных обстоятельствах. А такие, как Хвичам Гебришвили, просто разменные монеты в их играх. Жизни обычных людей для них равны нулю. Таких, как Хвича, они просто посылают как диверсантов, заставляют их нарушать закон, а потом просто забывают про них, как про отработанный материал. Ну а выводы, я уверен, вы сделаете их сами. Всего доброго, друзья!